Ассаляму алейкум, урметлители Сержелер. Здравствуйте, дорогие телезрители. Рада приветствовать вас в эфире кулинарной программы «Милет Берекета». Совсем скоро вы узнаете секрет приготовления вкусного блюда, но это немного позже. А сейчас я вас познакомлю с героиней программы, талантливым хореографом и балетмейстером Назире Эмир. Ассаляму алейкум. Алейкум салям, Алина. Какие продукты нам нужно сегодня приобрести? Ну, первым мы пойдем возьмем овощи. Интересно узнать, какое это блюдо будет. Но если в блюде присутствуют овощи, то это блюдо полезное. Молочная продукция. Нам нужны сливки. Здесь молоко, немного дальше. Сливки 11%, 33%, 10%. Так, я считаю, что жирности мало не бывает. Давайте пойдем за сыром. Ну, мы возьмем, наверное, тот сыр, который для запекания. Давайте возьмем его. Давайте. 200 грамм достаточно, да? Достаточно. Это целое богатство. Можно все Насколько... собрать и в корзиночку. Да, я все хочу. Я тоже. Но что нам здесь нужно? Давайте начнем. Мне так нравятся эти помидоры. Посмотрите, какие они Кстати, яркие. давайте мы их и возьмем. Ой. О, посмотрите, какие красавцы, как будто их специально вырастили для нас. Красивые такие, да? Специально выращенные для программы «Милет Берекета». Да. Так. Ой, какие красивые черри. Ой, мне тоже нравится. Я думаю, они нам тоже пригодятся. Давайте мы их Давайте возьмем. А кто чаще в семье у вас ходит в магазин за продуктами? Когда не было супермаркета, ходил муж на рынок. Ага. А сейчас мы ходим вдвоем и по списочку покупаем все, что нам необходимо. Но бывает, конечно, что-то увидели, вот как я сейчас. Как всегда, у всех женщин, мне кажется, это беда. Да, это точно. С этим нужно работать. Так, что нам еще здесь нужно? Так, Перец, зелень. перец. Смотрите, какой он красивый. Мы его тоже возьмем. Зелень обязательно. Салатные листья, петрушка. Мы возьмем лист салата и возьмем петрушку. Ага. С весной вас всех. Пока все. Хорошо, идем дальше. Так, давайте мы возьмем Брокколи. Очень люблю брокколи. Ну как, и дружба с капустой цветной. Да, капуста без брокколи. Кто у вас чаще в семье готовит дома? Раньше готовила я, готовил муж. Сейчас дочь, невестка. Кто свободен, тот и готовит. Это хорошо. Идемте дальше? Да. Ирина, нам остался один ингредиент. Это яйца. Вот. Что так быстро у нас получилось? Ну, вроде все. Можно ехать готовить. Совсем скоро встретимся с вами в студии. Мы уже в студии. Давайте еще раз перечислим продукты, которые мы купили. Первое это у нас капуста цветная, брокколи, яйца, баклажан, помидоры, помидоры черри, ну и, конечно, зелень, сливки и сыр. Хорошо. Какое это будет блюдо? Запеченные овощи наверняка. Это запеканка овощная. Угадала. С чего мы начнем? Мы заранее отварили с вами капусту и брокколи. Да. Начнем мы, наверное, с соуса. Давайте мы сыр натрем. Почему вы выбрали именно это блюдо для приготовления в нашей программе? Наверное, потому что сейчас весна, витаминоз, и я считаю, что самое такое, чтобы восполнить силы, энергию, это, конечно, вот нам природа дарит вот такую красоту, и нужно, наверное, благодарно принимать ее,
потому что здесь кладезь всех витаминов. И я вообще приветствую, когда питаются по сезону, когда выращивается это все, что дает нам природа естественным путем. Вот. Но сейчас, конечно, сезон капусты. И, конечно, к мясу это самые лучшие блюда, как запеканка. Да, согласна с вами. И желательно не упускать этот момент, да? Конечно. Можно мне нож? Да, пожалуйста. Побольше, поменьше? Поменьше. Поменьше, пожалуйста. Сало. Разбиваем 2 яйца. Ага. А вы умеете вот так вот руками, как вот делать? Нет, в этом деле я не профи. Я это не умею. Какие блюда в вашей семье вы смело можете назвать любимыми? Вы знаете, вот как все крымские татары, у нас традиционные блюда, которые, ну, наверное, воспитаны на них, потому что вкус тоже, он генетически переходит и воспитывается. Поэтому я, первое скажу, вот опять сегодня, вот овощи. Вы не думайте, что я мужа и семью кормлю только овощами. Нет, конечно. У каждого члена семьи есть свое коронное блюдо. Да. Вот. Я, например, готовлю, как моей семье нравится, дым-лямун. Я ханум, это мучные блюда. Сарма, долма, кубите. Сколько всего вкусного. Каждый день как бы вот мы с утра, что мы хотим сегодня. Меню дня. Да, меню дня. И кто сегодня более-менее свободен, и чье это блюдо, он ответственный. То есть у нас никогда не было такой проблемы, что мы, приходя домой, и у нас как бы... Что ж приготовили, да? Да, ну бывает, конечно, как у всех. Когда Но мы занят. опять же вместе все собираемся, кто-то чистит, кто-то режет, кто-то жарит, кто-то парит. Ну, в общем, вот такое совместное у нас приготовление. Процесс приготовления очень веселый получается, да? Да. Ну, давайте возьмем 3 яйца. 3 яйца, хорошо. Мало не бывает. Мне очень нравится, что в вашей семье также принимает участие супруг в приготовлении блюда. Расскажите, каково вам? Ой, мне прекрасно. Это мечта многих женщин, я думаю. Ну, дело в том, что когда мы с ним познакомились, мы учились в институте, а я в семье 3-я дочка, у нас 3 дочери. Ага, вы самая, Я самая младшая, да. самая любимая, самая балованная, да? это точно. И всегда как бы сестрам доставалось, а мне только так, ну, уборочка. И когда я училась уже в институте, естественно, мы сами питались, потому что мы жили в общежитии. И мой супруг, ну тогда он не был моим супругом, вот мы готовили. И я всегда стояла и говорила, ну быстрее, быстрее, давай. Он говорит, подожди, это пожарится, там свариться должно. Я такая была нетерпеливая. Ну, помогала, конечно, чистить, нарезать, так все подготовить. Но это первые мои шаги такие в кулинарии. Я училась как бы у своего мужа. Но когда уже поженились, Вы когда появились... после женитьбы тоже говорили, давай быстрее, хочу кушать. Смотря какое блюдо. Если он готовит, да. А если когда я говорю, не подходите. Не торопите. Да, не торопите, да, это точно. Так, теперь нам нужно 200 грамм сливок. Чем жирнее молочный продукт, тем они натуральнее. Я еще немножко добавлю. Появились дети. И, конечно, нужно было не только воспитывать детей, но, конечно же, и кормить, и смотреть за ними. Ну, я, конечно, имела какие-то навыки, естественно, но пришлось готовить. И, знаете, как муж говорит, у тебя очень вкусная рука. То есть, если что-то готовлю, но его блюдо, если я говорю, почему твои блюда я не могу готовить? А он говорит, а потому что я не жалею. Не жалею мяса. Мужской подход такой, да? Ну, вообще кухня любит, по-моему, мужские руки. Теперь мы это все сбиваем. Ну так, не сбиваем до пены. Все, на ролик красота такая вот. Вот какая у нас красота. Получилась снежная горка. Мне известно, что еще в раннем возрасте, в раннем детстве вы любили собирать всех своих ровесников вокруг и ставили постановочные сценки. Да, мы делали такие, знаете, импровизационные. Вот у нас этажный дом, и вот этот вот вход, портал в подъезд. Мы приносили с дома, бедные родители наши все терпели.
снимали, стирали свои шторы, приносили. Даже это все шторы? Шторы. А тогда модно было такие, знаете, бархатно-велюровые какие-то шторы. Я помню, вот у меня дома такие желтые они были, еще с такими бубенцами, бахромой. И вот, знаете, у нас действительно такая, знаете, вот занавес, и он открывался, и то есть, и кто из детей что мог, кто-то стих прочитать. У нас дети акробатикой занимались, показывали какие-то трюки. Но я, конечно, всегда танцевала, вот так вот веселила. Ну и дома на всех мероприятиях, когда приходили гости. А зрители были? Конечно, это наши соседи, бабушки, дедушки, родители. Все приходили, как настоящий концерт, первые аплодисменты тогда мы получали. Начать было некому, да? Некому, да. Да, идем сегодня, идем на концерт. Хорошие были времена. Ну, знаете, вот сейчас дети, они сидят за компьютерами, они играют. Ну, конечно, век 21, это естественно. Но тогда у нас не было компьютеров, мы играли на улице, мы играли, то есть физические нагрузки были, это классики, прятки, в вечном движении. И, наверное, поэтому наше поколение, вот, у нас не было таких болезней, как остеохондроз там, или спина, там, что-то, искривление, потому что мы двигались и общались. Знаете, общение – это немаловажно, когда маленькие дети общаются. Да. Говорят, в 21 веке вы сейчас поддерживаете век технологий, то, что вот маленькие детки с 2-летнего возраста уже могут спокойно включить мультфильм. Конечно, приветствую. Единственное, что в меру во всем, как в еде, как в просмотре фильма, как в играх компьютерных. Есть какое-то, нужно уделять время, когда ребенок может не вредить своему здоровью, просмотреть игру какую-то или какую-то информацию. То есть и книги надо читать, естественно. Все нужно делать, все в меру. И двигаться, и читать, и отдыхать, и веселиться. Конечно, за то, что на сегодняшний день у детей такая возможность большая. Но все в меру, да? В меру. И сегодня мы в меру тоже выйдем в прямой эфир с нашими интернет-зрителями и передадим им привет. Сейчас наши подписчики будут просто удивлены. Сюрприз. Сюрприз! Селям алейкум! Селям алейкум. Расскажите, Назире Ханум, что сегодня готовите? Сегодня я готовлю запеканку овощную. Очень полезную и вкусную. А какие ингредиенты нам нужны для этого приготовления блюда? Это цветная капуста, брокколи. Здесь у меня уже в чашке сливки с яйцами, баклажан, помидоры, зелень, помидоры черри и, конечно, сыр. Как вы уже поняли, блюдо полезное. От хореографа другого блюда ожидать, думаю, невозможно, потому что только движение и только полезная пища. Согласны со мной? Согласна, конечно. Но совсем скоро вы узнаете результат наших стараний, и мы вас порадуем красивым и аппетитным блюдом. Здоровья всем. Выглядите вы просто потрясающе. Неприлично спрашивать возраст у женщины, но прилично спросить, какой у вас секрет такой. А никакого секрета. Если кто-то думает, что я на каких-то диетах, у меня нет совершенно никаких диет. Я ем тогда, когда я хочу. Ну, конечно, из-за моей занятости я, бывает, целыми днями не ем. А вечером прихожу, правда, я не рекомендую зрителям нашим. Я могу хорошо сесть и покушать за весь день. А так мне кажется, что нужно делать какой-то вклад в общество, пользу. А это, естественно, движение, трудиться. Но потом это, наверное, темперамент. Вы, наверное, сангвиник. Наверное. Я знаю, что я сова и еще сангвиник. Отлично. Все, хорошо. А что вот посоветуете тем женщинам, которые ведут малоподвижный образ жизни? Ну, я думаю, во-первых, это сказывается на настроении. А настроение – это все. Когда человек в хорошем настроении, он может и трудиться, и любить. И горы свернуть. И горы свернуть. А когда человек пассивный образ жизни ведет, ну, и окружающимся, наверное, не очень комфортно. Поэтому я рекомендую просто встать сейчас с дивана.
Прямо сейчас, Да. телезрители, встаем с дивана и Прекрасная делаем погода. зарядку. И не обязательно. Оделись и пешком. Километр-два. Постояли, животик втянули. Вдохнули. Опять пошли. Улыбнулись. Улыбнулись даже незнакомым людям. И вы увидите, улыбка эта вернется вам. И вы, когда придете домой, вы с прекрасным настроением. И это все будет для вас в пользу и для ваших близких. Я Как так хорошо думаю. сказано. А теперь это нужно подсолить и поперчить. Как у нас делают вот так, да? Солят. Можно я Классическим способом. классическим? Какими людьми вы любите себя окружать? Позитивными. Потому что когда у человека энергетика очень такая тяжелая, и я как губка впитываю, и я очень от этого страдаю, мучаюсь. Мне это дискомфортно, я стараюсь как бы от этих людей немножечко Отстраниться. отстраниться. Любите ли вы острое? Ой, обожаю. Я люблю острое, люблю соленое. Меньше уже сладкое. Может, поэтому вы говорили сегодня про фигуру. Я очень редко ем конфеты, очень редко ем А как же печеные. тортики? Я совершенно, очень редко. Я в год, если на каком-то дне рождения маленький кусочек съем, это хорошо. Вам не хочется, либо вы себя стараетесь сдерживать? А вы знаете, это, наверное, с училища привычка такая, что нам постоянно контролировали педагоги, что у нас там на столе, в столовой. И если у тебя там маленький какой-нибудь кусочек сладости, то есть это все забиралось. И, видимо, это вот выработалось, и стало... Контроль. Контроль был бешеный. Подходили педагоги, даже уже в сами форме, так тортик раз, пошли с нашего стола, а ты такая вслед. И ничего не скажешь. И след остыл от тортика, да? Да. Перчик. Болгарский перец. Болгарский. Так, я давайте возьмусь за баклажан. Баклажаны – необычные овощи, имеющие незабываемый вкус и уникальный набор полезных свойств. Благодаря высокому содержанию клетчатки и малому количеству растворимых углеводов, баклажаны являются идеальным продуктом питания для людей, страдающих сахарным диабетом. Мало кто знает, но с биологической точки зрения баклажан – это ягода, а ближайшими родственниками этой культуры являются картофель и томаты. И это мы все будем нарезать, да? Это будем нарезать. Какой красавец. Да. А как я нарезаю перец? Полукольцами. Хорошо. Интересно узнать, кто повлиял на ваше отношение к хореографии? Есть ли человек, который вас вдохновил, и вы захотели после этого заниматься хореографией? Когда я пошла в танцевальный кружок, руководитель танцевального кружка была Алла Михайловна Мерцева. Эта женщина приехала со Львова, хорошие знания, хорошая практика по хореографии. И я благодарна этому человеку, который увидел потенциал во мне, который раскрыл потенциал. И, наверное, открыл для меня двери вот в хореографию. Я влюбилась вот в волшебство танца. Мне захотелось дальше учиться. Изучить это искусство. Изучить это искусство не как любитель, а как уже выйти на профессиональную сцену, то есть уже как артист, потому что я была на сцене. Это так заразительно в танцевальном кружке. И я после этого поняла, что я без сцены уже не могу. Но сейчас, насколько мне известно, вы преподаете, да? У вас как и детки, так и взрослые. Не готовят специалистов. У меня всегда в ансамбле проблема была по поводу кадров. И дело в том, что когда приходили самодеятельных коллективов танцоры с желанием большим танцевать, приходится их обучать, быть педагогом, учить хореографии. Сама проблема назрела так, что я поняла, нужно открывать хотя бы в частном таком порядке школу крымско-татарского танца. Потому что это очень ответственно. Дело в том, что когда приходится переучивать, начинают танцевать с такими заломанными руками, а ребенок с детства так танцевал. Вы знаете, это ломать просто человека. Это его видение, его ощущение. Организм – это что же, как инструмент. Да. Его нужно правильно настроить. Свои привычки, да? Свои привычки, да, это же отрабатывается все, а потом, представляете, переделывать все. То есть это насильно, как портнихе, принести платье, переделать. Она говорит, давайте я лучше новое сошью. Я привыкла работать со взрослыми людьми. У меня подход свой к ним. А к детям я немножко побаивалась. Потому что дети, это же
они вот насколько мир воспринимают, это нужно влюбить их в танец, научись любить танец. Ну да. Да, и потом это очень нелегкий труд. А вы знаете прекрасно, дети бегают, энергии у них вполне хватает. А вот стоять, выдерживать, держать руки, это для них, это равносильно, я не знаю, что они весь день пробегали, это просто поднять руки, вот сколько они энергии тратят. И потом усидчивость, это выдержанность. Но практика показывает, насколько у нас талантливые дети. И вот, наверное, то, что сейчас век такой у нас, что дети просто атомные. Они приходят, Энергии много. Они, помимо энергии, они очень сообразительные. Они с 4 лет, вы понимаете, я со взрослыми когда разговариваю и показываю, и 4-летний ребенок, и он понимает, что от него требуют, и он это делает. Я просто смотрю на это как на чудо. Я получаю с ними огромное удовольствие. Бывает не настроение, бывает не что-то происходит. Но когда ты работаешь с ними, когда ты видишь эти глазки, а когда бегут они к тебе на зере-ханум, просто хочется жить, творить, делать, трудиться радоваться жизни, и радоваться, да. Теперь я нарезаю наш баклажан. Я нарезаю его Как будете нарезать? крупными кубиками. Ага. Как вы думаете, что главное в приготовлении еды? Что является таким основополагающим? Вот кто-то говорит настроение, кто-то говорит, все решают специи. Согласна, что настроение. Любая хозяйка приготовит, когда у нее в наличии есть все ингредиенты. А вот мастерски приготовить из того, что вот открыл холодильник, вот это. Это, наверное, творческий такой подход, знаете. Приготовлю я вот это. Наверное, творчество нужно вкладывать и всегда удивлять. У вас есть внучка, да, насколько мне известно? Да, меня дети побаловали в прошлом году, мой сын с невесткой. Они нам подарили прекрасную внучку. И в этом году ей будет годик. В мае годик будет. Каково вам быть в роли бабушки? Я всегда слышала, что это так вот что-то необыкновенное. Не понимала. Но когда я сама стала бабушкой, мне хотелось кричать во всю вселенную от счастья. Это просто... Я бабушка! А я так в Фейсбуке написала. Потому что это такое счастье, это такая радость. И, знаете, это какое-то чудо. Какой по очередности выкладывать? Давайте мы цветную капусту. Так. Потом между ними брокколи. Брокколи нередко называют королевой капусты благодаря многочисленным полезным свойствам. Она часто включается в рацион при составлении диетического меню. Ее калорийность всего 34 килокалории на 100 грамм. Брокколи помогает снизить уровень холестерина, поскольку выводит из организма атерогенные жиры. Возможно, вы удивитесь, но этот зеленый овощ – один из любимых продуктов долгожителей. Чтобы у нас такая цветовая гамма была красивая. А еще мне нравится, когда цветную капусту обжаривают в кляре. Ой, да. Я обожаю. Так, мы все очень любим. Брокколи оставим немножко, мы сделаем, знаете, так немножко слоями. Хорошо. Хотела бы у вас спросить, как у профессионала, современные танцы крымско-татарские и традиционные, они отличаются? У нас очень много композиторов молодых, которые пишут новую крымско-татарскую музыку, песни. И под них, когда хореографы ставят танцы, я считаю, это стилизация крымско-татарского танца. Вот. Почему бы и нет? Но когда берут за основу традиционную песню или музыку, и несоответствие костюма и движений, мне просто, знаете, как пощечина. Я очень оскорбляюсь, потому что отношусь к нашей традиционной крымско-татарскому танцу, как к нашим родителям, дедушкам, бабушкам. И очень бережно нужно это оценить, охранять, продолжать, конечно, обогащать, но очень-очень аккуратненько, очень щепетильно, да. Это красочно, ярко. Во-первых, это настроение, правда, какое? Да. Сразу. Весеннее настроение. А сколько же здесь витаминов? Я думаю, диетологи, наверное, которые сейчас смотрят, скажут. Поставят нам класс. Да, поставят нам класс. Мы не вегетарианцы, нет. Мы просто за правильное питание, за здоровую пищу. Выглядит красиво. И теперь самое-самое любимое дело
заливаем соус. Мне кажется, это нужно еще нам подсолить. Подсолить. Вы доверяете это дело мне? Конечно. Хорошо. И все теперь так аккуратно заливаем. Аккуратно да? мы заливаем. Ну, я думаю, у нас уже все готово, и можно отправлять в духовочку. Какое время, какая температура? На 180 градусов минут 25. 25 минут. Хорошо. Отправляем в духовой шкаф. Так. Пока у нас запекается, мы сделаем небольшую презентацию. Мы берем, кстати, помидоры. Так, помидорчики черри. Черри. Маленькие. Маленькие, да. Мы их разрезаем пополам. Как вы отдыхаете от рабочих будней? Ну, я как бы никогда не задумывалась, что я там устаю или... Потому что меня семья поддерживает всегда. Она очень внимательно следит за моими успехами. И, ну, и помогает и в бытовых каких-то проблемах, не проблемах, а в решении забот наших. И я забыла, что я должна была говорить. А можете делать и потом сейчас помните говорить. Я, конечно, устаю, как и все люди, но когда твоя работа в удовольствие, то я считаю, что ты можешь только уставать физически. Салатные листья – это на презентацию. Давайте мы сделаем так. Положим помидорки. Тарелку мы украсили. Ждем приготовления блюда. Ждем. Блюдо наше готово. Мне все так нравится, особенно корочка. Так, а теперь мы его разрежем. Очень сочный получился. Бисмилля. Последний штрих. Совсем немного, это для аромата. Блюдо готово. Ага. Хочу вручить это блюдо вам, а вы продайте его нашим телезрителям. Посмотрите, какое красивое блюдо. Здесь целое соцветие всех овощей. Это не блюдо, а праздник. И пусть такое блюдо украшает ваш стол. Чох сага у нас это такое замечательное блюдо. Конечно же, продано. Сага, что пришли к нам в гости. Ваши пожелания нашим телезрителям. Пырнус. Пусть в каждой семье звенит детский смех. Пусть в каждой семье будут здоровы наши родители, наши дедушки, бабушки. Пусть у каждого находится место в душе для добра, для милосердия И для творчества. и для творчества. Машаллах. Еще раз сауны, что пришли к нам в гости. Мы всегда рады вас видеть. Именно Чоксалнас. Взаимно. Взаимно. Программа «Милет Берекеты» подошла к концу. Готовьтесь с нами, готовьтесь с душой. С вами мы прощаемся. Аштат Волсон, Корушкенджа.